Здравствуйте, уважаемые зрители! У нас сегодня в гостях юрист Клара Сорамкулова. Здравствуйте, Клара. Мы решили поговорить о многострадальной реформе судебной системы. Но поводом для сегодняшнего разговора послужило исследование, ваше исследование, Клара, где вы сосредоточились на основных направлениях реформы, потому что мы понимаем, сфера она очень обширная, и проблемы в ней застарелые, наболевшие. Неоднократные попытки предпринимались, но, судя по всем рейтингам и судя просто по общественному мнению, да, вот то, что мы называем голосом народа, голосом улиц, к сожалению, к судам до сих пор очень много нареканий и возмущений. Я обозначу только один момент, что это исследование, вы автор исследования, оно было сделано по заказу Центра политико-правовых исследований, где мы, в принципе, и собрались. И, конечно, не надо скрывать, что как бы у нас такой, да, есть очень к этому интерес, не просто как у граждан Кыргызстана, которые хотели бы видеть в своей стране верховенство права, вот, да, и чистоту судебных органов, которые бы обеспечили равноправие и справедливость в нашем обществе. А ведь это еще очень это большой такой вызов, челлендж для правоведов всех, для юристов, для специалистов. Но что мне кажется, как раз-таки это должно как бы составлять такой, как я уже сказал, профессиональный вызов, да, все-таки вот разгрести, очистить эти авгиевы конюшни. И, на этом все. Я обозначил основную тему разговора. Если будут какие-то уточняющие попутные вопросы, я их буду задавать. А так вот все, микрофон мы сейчас передадим вам и с очень большим интересом послушаем, да, о самых основных моментах вашего исследования. Я его прочитал. Мне кажется, что особенно интересными для наших зрителей будут ваши выводы относительно того, антикоррупционной работы в отношении судов. Принципы отбора, да, вот это тоже всегда неоднозначные споры вызывают в обществе и среди судейского корпуса. Их профподготовка. Ну и, наверное, важным будет момент защиты самих судей, в том числе и их, скажем так, материальное благосостояние, да, потому что все мы отлично понимаем, в чем причина очень часто коррупции находится. Проблема судебной реформы, она продолжает оставаться актуальной, я бы сказала, с времен приобретения независимости. Какие-то шаги предпринимаются, но реального результата, реального социального эффекта нету. И прежде всего этот эффект заключается в том, что нет доверия к правосудию. Хотя по последним так называемым опросам, как вы видели, сами судьи провели опрос, и оказалось, что он как бы на таком высочайшем просто уровне, чего нет даже в самых передовых демократических странах. Условно, начиная с 2010 года, я уже не беру весь период истории независимого Кыргызстана, условно с 2010 года судебную реформу можно разделить на 3 этапа. Первый этап – это с 2010 по 2014 год, это было связано с принятием новой конституции, и вы знаете, что это все последовало за событиями, да, которые были в апреле 2010 года, и мы знаем, что одной из причин этих событий была именно несправедливость правосудия, многочисленные судебные акты, которые выносились в угоду тех или иных политических сил. После принятия Конституции были приняты очень важные законы. Это закон о Совете по отбору судей, изменения в закон о Верховном суде и местных судах, закон о статусе судей был значительно обновлен. И, конечно, эти законы заложили самые передовые, я бы сказала, принципы и стандарты, которых
на тот момент на постсоветском пространстве не было. Это прежде всего деятельность такого органа, статус такого органа, как Совет по отбору судей, потому что в соответствии с Конституцией предполагалось, что он будет состоять наполовину из представителей гражданского общества. То есть Конституция тем самым закладывала такие основы, которые предполагали полную деполитизацию процесса отбора судей. И такой орган был сформирован. То есть впервые в истории Кыргызстана судьи стали отбираться с участием гражданского общества. Ну, здесь, конечно, вопрос, были ли на самом деле там представители гражданского общества, то есть представляли ли они, как положено, там 1/3, да? На самом деле, конечно, деятельность этого органа оказалась очень даже политизированной. Ну, к этому мы вернемся позже. Второй момент, очень важный, это то, что была проведена децентрализация внутри самой судебной системы, потому что до этого момента председатели судов имели неограниченную власть в самой судебной системе, они влияли на правосудие, они влияли на кадровые вопросы, и законом о Верховном суде и местных судах была внесена такая норма, что все председатели судов избираются самими судьями на 3 года и без права повторного переназначения. Мы рассматривали это как очень важный шаг, потому что теперь уже председатель не становился начальником, он теперь уже был первый среди равных и решал исключительно организационные вопросы внутри суда, и не мог влиять на судьи, на отправление правосудия. Да? То есть тем самым мы обеспечивали и институциональную, и личную независимость каждого судьи. Ну, дальше мы будем говорить о том, насколько мы достигли того результата, который изначально предполагался. Да? Второй момент, он заключался именно в том, что этими законами мы существенную часть полномочий, которые раньше принадлежали президенту, мы отдали самим судьям, то есть были сформированы органы судейского самоуправления. Это съезд судей, это собрание судей. И предполагалось, что очень многие вопросы, касающиеся бюджета судебной системы, да, решения внутренних вопросов, кадровых вопросов, ответственности судей будут решать сами судьи. Что тоже предполагало исключение какого-либо давления, какого-либо влияния на суд. То есть институционально, законодательно были заложены такие очень высокие намерения. Но другой вопрос, сумели ли мы это реализовать на практике. Это что касается первого этапа судебной реформы. Второй этап судебной реформы, условно я сказала бы, это с 2014 года по 2017 год, и в первую очередь этот этап начался с указа президента. Указ был принят в 2012 году, но его реализация началась в 2014 году. Значит, предтечей этому указу стала так называемая конференция, я называю его диалог политических сил, гражданского общества, и гражданское общество выработало свои рекомендации, которые легли в основу этого указа, и вот эти рекомендации, они были очень правильные. Другой вопрос, что не все они нашли правильную реализацию в дальнейшем. Тем не менее, указ был, и указ продолжает, он и сохраняет свою юридическую силу, но сегодня далее буду рассказывать о том, в каких местах произошло существенное отступление, да, от тех рекомендаций, от тех согласованных позиций между гражданским обществом и представителями власти. На основе этого указа была принята государственная целевая программа развития судебной системы с 2014 по 2017 год. И это была очень серьезная целевая программа. И, опять же, впервые в истории Кыргызстана к судебной реформе был намечен такой, знаете, целевой программный подход. Да? То есть это такая программа, где были цели, где была стратегическая цель, были обозначены задачи, под каждую задачу мероприятия, органы, которые ответственны были за реализацию этих мероприятий. По моему анализу, по моему мониторингу, те задачи, которые были поставлены, а главная задача была обеспечить независимость судебной ветви власти, обеспечить доступность, эффективность правосудия. Да? Но задача, конечно, она не могла быть решена за 3 года, но тем не менее какие-то предпосылки в ходе реализации этой программы, они были созданы. В первую очередь это касается бюджетной, финансовой независимости судебной власти. И здесь, если мы посмотрим, например, в 2014 году, если закладывалось чуть более 700 миллионов сомов на бюджет судебной системы, то в 2017 году уже было заложено более миллиарда.
более миллиарда. И программа, она, нельзя сказать, что вот она ничего не достигла. Стратегические цели и задачи достигнуты не были. Но, тем не менее, отдельные мероприятия были решены. И в первую очередь это касается материального состояния, технического состояния судов. Здания судов были обновлены, были проведены ремонты в старых зданиях. Вот. Существенно была повышена зарплата судей. То есть в этом смысле продвижение какое-то было, но учитывая, что это всегда должно давать какой-то эффект, и в первую очередь этот эффект – это вот качество правосудия, то есть это не делается ради того, чтобы создавать какие-то там ништяки или кайфы для судей, да, это все направлено на то, чтобы качество правосудия улучшалось год от года. Но такое ощущение, что все это мы сделали не ради правосудия, а что все это мы делаем ради просто судей, ради их благополучия. И по большому счету так и получилось. Значит, тем не менее, программа как худо-бедно была реализована, и сегодня, насколько я знаю, судьи работают уже над следующей целевой программой, скорее всего, она тоже будет рассчитана на 3 или 4 года, и свои рекомендации о том, как мы видим дальнейшие мероприятия, какие задачи должны быть решены на следующем этапе, мы предоставляли. Не знаю, насколько они будут учтены или нет. И сегодня я бы сказала, что мы вступили в 3-й этап судебной реформы. Это прежде всего связано с избранием нового президента, да? И президент неоднократно говорит о том, что он будет эту судебную реформу продолжать, и кроме того, в феврале 2018 года он четко нам обозначил 8 позиций, которые, на его взгляд, необходимо решить вот на данном 3-м этапе. Да? И большое внимание, конечно, в первую очередь, вот первая задача, которую он ставит, она в основном нацелена на решение проблем, связанных с введением новых кодексов, потому что с 1 января вводятся новые кодексы, я бы сказала, беспрецедентные на постсоветском пространстве, потому что эти кодексы, они построены на самых лучших достижениях европейской правовой системы, там заложены стандарты, которые ранее нашей правовой системе не были знакомы. Но полагать, что как только эти кодексы войдут в юридическую силу, и мы получим там совершенную судебную систему, это, конечно, иллюзии. Это иллюзии, потому что обкатка этих кодексов, апробация, то, как они будут применяться, это будет сопровождаться очень серьезными проблемами, очень серьезными. Это будет определенное замешательство, это будет хаос, бардак в самой судебной системе, потому что, я же говорю, институты незнакомы, и пока мы добьемся какого-то единообразного применения, пройдет очень много времени, я бы даже сказала, пройдут десятилетия. Поэтому, если мы уповаем только на эти кодексы, тогда мы получим еще более затяжную судебную реформу. Поэтому здесь параллельно уже, да, пусть они там постепенно применяются, пусть судьи постепенно учатся, как эти институты внедрять в практику, да, но параллельно с этими мерами должны проводиться более существенные, более действенные меры. То, что бы я назвала бы такими, знаете, быстрыми реформами, да, и вот, на мой взгляд, есть такие меры, которые можно решить. И можно было решить их и раньше. И сегодня должна для этого быть только политическая воля. И какие, я буду рассказывать об этом дальше. Да? Какие ключевые проблемы? Ключевая проблема, которая вообще стоит сама как стратегическая такая цель, это, конечно же, независимость судей. Здесь нужно отметить, что институционально, законодательно для независимости судей есть все. Есть все и в Конституции, и в законах, и везде заложено, что заложены принципы независимости, заложены гарантии для независимости судей, есть даже определенные механизмы, как эту независимость можно обеспечить. Да? Но главная проблема заключается в том, что когда нам представители той или иной законодательной власти или глава государства, да, говорит как о проблеме, говорит как о пороке, о том, что наши судьи независимы, в первую очередь я считаю, что именно эти акторы должны отказаться от давления на судей. Потому что буквально недавно вы видели, опять всплыл документ, да? До этого всплывал документ, когда там в суде Первомайского района с аппарата президента отправляют письмо, прошу рассмотреть там в соответствии с законом, да? И опять же, вот буквально недавно опять всплывает такой же документ. Да, прошу рассмотреть в соответствии с законом, но это уже давление, это уже говорит о том, эта бумажка, которая направлена в суд, да, она говорит о том, что это дело на особом контроле,
на особом контроле. Это вот такой, знаете, знак. И пока, пока должностные лица категорически не откажутся от этого, да, от давления, от вмешательства, говорить о независимости судей, ну, это просто нет никакого смысла. Ну, а как деполитизации добиться? Ну, сейчас вот мы будем об этом говорить. И вот смотрите, как реакция на вот этот документ, я никакой реакции не увидела. По законодательству какой должна была быть реакция? Судье, которому направили этот документ, он должен был незамедлительно об этом сообщить в Совет судей. В законе четко прописано. Каждый судья о каждом факте давление, влияние, вмешательство, а это могут быть разные формы, это могут быть угрозы прямые, да? Это могут быть прямые указания, это может быть как-то завуалировано, то есть это обещание там, каких-то благ, льгот, продвижения, то есть это могут быть самые разные, это может быть непосредственно или может быть опосредованно через кого-то. То есть о каждом таком факте судья обязан сообщать. Несообщение о таких фактах, оно является основанием для привлечения судьи к ответственности. В законе это прописано. Но я не видела реакции. Я ждала, что будет ли реакция, будет ли судья обращаться. У него на руках документ, у него на руках доказательства, но обращения не было. Поэтому норма есть, но нет ни одного факта, когда бы судьи обращались о том, что на них оказывают какое-то давление или вмешательство. Ни одного факта нету. Поэтому норма замечательная, блестящая, но она не работает. Почему? Судьи боятся. Несмотря на то, что закон дает им гарантии, судьи боятся, потому что вслед за таким обращением вполне вероятно, что будет какая-то экзекуция, будут какие-то санкции именно в отношении самого судьи. Следовательно, в этом направлении как-то надо усиливать этот вопрос, то есть если судья обращается в Совет судей, то Совет судей должен обязательно отреагировать. Сейчас по закону он обязан это обращение судьи направить там, в Генеральную прокуратуру. А зачем? Пусть Совет судей сам проверит. Пусть Совет сам проверит и сам вынесет предписание соответствующему должностному лицу, поставит вопрос об его ответственности. Пока не будет этого механизма, это все, пока он не обеспечено какой-то силой, принудительной силой, да, какими-то санкциями, эта мера просто останется на бумаге и все. Поэтому в этом аспекте мы предлагаем еще законодательно усилить и наделить Совет судей какими-то дополнительными полномочиями. Кроме того, очень хорошо себя показала практика, которая существует во многих европейских странах. То есть о каждом факте вмешательства судья должен сообщить публике. До того, как он сообщит об этом какие-то соответствующие органы, закон обязывает их сделать публичную огласку. На мой взгляд, это был бы очень серьезно сдерживающий фактор для должностного лица. То есть, когда чиновник знает, что его вмешательство, да, и его попытки влияния, они получат публичную огласку, это во многом его будет удерживать от таких действий. Поэтому можно было бы и законодательно закрепить, что судья обязан, например, провести пресс-конференцию и сообщить о том, да, что те или иные должностные лица вмешиваются. Поэтому в этом направлении надо, конечно, это все регулировать. Другая проблема, и я думаю, конечно, очень многим она может и не понравиться, но скажу откровенно, я считаю, что это тоже вмешательство правосудия, это митинги, многочисленные митинги в здании судов. Да, объективно это вызвано именно действиями самих судей, да? Это вызвано недовольством, недоверием общества со стороны общества по отношению к судьям. Но, тем не менее, здесь должны быть ограничения, потому что я сама была свидетелем, когда я была внутри суда, и когда проводился митинг возле Первомайского суда, и митингующие били по вот этим палками и железными предметами, били по вот этой ограде, металлической ограде, и это создавало очень большие помехи работе суда, а там же одновременно проходят еще и другие судебные процессы. Поэтому есть ограничения, в отдельных странах есть ограничения, то есть там есть нормы, да, которые не позволяют там, на каком-то расстоянии, близком к суду, проводить митинги. Пожалуйста, мы не можем запретить. Пусть проводят, но должно быть какое-то ограничение. То есть, требуя того, чтобы судьи были независимы, были объективны, мы сами, общество, мы тоже должны в какой-то мере это обеспечивать. Потому что это тоже влияние на судью. Когда идет вот это вот давление прессованное, да, такой пресс идет со стороны общества, я считаю, это тоже влияние. Это тоже как-то может влиять и на поведение судьи, и на сам судебный процесс, и на всех участников судебного процесса. Поэтому этот вопрос тоже, на мой взгляд, требует
какого-то урегулирования. Вот. Это что касается обеспечения вопросов независимости вне судебной системы. Да? То есть главный вопрос – это будут ли реально привлекаться должностные лица к ответственности, будут ли судьи писать об этом, и будет ли Совет судей эффективно на такие сигналы реагировать. То есть вот в этом аспекте работу надо, конечно, усиливать. Следующий аспект – это то, что я говорила в отношении председателей судов. Да? Хотя мы добились законодательно того, чтобы, да, председатель судов, он равный, он выполняет только определенные административные функции, тем не менее за председателями судов остались очень важные полномочия, то есть вопрос премирования, вопрос представления там, к квалификационному классу, да? Вопрос характеристики, дачи характеристики, он очень важный. Вопросы командировок. То есть у председателя суда остаются такие теневые инструменты влияния на судей, и судьи предпочитают быть с председателем в хороших отношениях. Когда мы говорим о давлении, о политическом влиянии на судей, то основным проводником этого является председатель. Чиновники никогда напрямую к судье не обращаются. Это всегда председатель. И, конечно, председатель тоже получает какую-то гарантию со стороны должностных лиц. Да? Поэтому здесь надо усиливать судейское самоуправление. Пусть собрание судей сами сообща решают. Если собрание судей в каждом суде оно функционирует, есть, они вполне могут сами решить, кого премировать, кого отправить в заграничную командировку. Да? И вопрос характеристики тоже они могли бы утверждать сами собранием судей. И таким образом мы вообще нейтрализуем влияние председателя суда на судей. И здесь есть очень серьезная проблема с председателями судов, потому что последние изменения, по-моему, 15 или 16 год, ну это вот буквально год-два года назад в закон о Верховном суде и местных судах было внесено изменение о том, что председатели судов могут обращаться в дисциплинарную комиссию судей с представлением на судью, о том, чтобы привлечь его к дисциплинарной ответственности. Да? Значит, председатели суда в отношении своих судей, председатели суда апелляционной инстанции, например, председатель Бишкекского городского суда может обращаться с представлением в отношении всех судей города Бишкек, всех районных судей, а председатель Верховного суда в отношении всех судей республики. И вы представляете, что мы сделали? Мы просто вот так вот вручили председателю суда меч и сказали: можешь с судьями делать все, что хочешь. А зачем тогда нам нужна вот эта избирательность судьи, если мы ему вручаем, если мы нивелировали это действие закона? Мы просто дали председателям судов неограниченные полномочия. Это такой дамоклов меч, который висит над всеми судьями. То есть теперь судья, он оглядывается и на председателя своего суда, и на председателя вышестоящего суда. И в первую очередь мы просто сделали монстром председателя Верховного суда. Поэтому эта норма не объясняет так, что судьи очень часто нарушают трудовую дисциплину, и поэтому председатели судов должны быть какие-то рычаги влияния на судей. Да? Ну, пожалуйста, хорошо, если судья систематически нарушает трудовую дисциплину, этот вопрос же можно решить опять собранием судей. Пусть судьи обсудят его поведение, и пусть судьи коллективно тогда обратятся и скажут: да, есть вот эти факты, мы их установили, и, пожалуйста, просим рассмотреть вопрос привлечения к его ответственности. Зачем это вручать единолично одному лицу? Другой вопрос, который тоже существенно нейтрализовал бы влияние председателя, это роль председателя, сейчас я вот здесь вот, в распределении дел. Роль председателя в распределении дел, потому что сами судьи признаются, что есть любимчики, и мы это видим, мы воочию это видим, что политические процессы, как правило, процессы с таким явным таким политическим акцентом, да, они, как правило, поручаются одним и тем же судьям. То есть это говорит о том, что есть любимчики, есть те, кто однозначно, без всяких отклонений выполнит волю тех или иных лиц или кураторов, да, с других ветвей власти. И поэтому уже много лет мы говорим о том, что нужно вводить автоматизированную систему распределения дел. То есть когда председатель не знает, кому это дело отойдет. Да? Пилотно это внедрялось донорами, какой-то период поработало, а потом, когда деньги кончились, все уже опять прекратилось. Хотя в законе четко сказано, что председатель не распределяет, автоматизированное должно быть распределение дел. И все, мы ждем доноров.
Мы ждем, когда опять придут деньги с доноров, и когда мы опять по всей республике начнем внедрять автоматизированную систему распределения дел. Эта система не требует большого количества денег. И если на бюджет судебной системы уже выделяется достаточно приличные суммы, мне кажется, это можно было бы предусмотреть своими силами, то есть за счет бюджета, а не ждать, когда там богатый дядюшка даст нам деньги. Да? Поэтому это очень актуальная проблема, и думаю, вот в этом направлении надо работать. Надо работать и надо внедрять это во всех судах. Потому что если этого не будет, то опять же карманные судьи, которые пользуются особым расположением председателя, как правило, председатель здесь хорошо, с одной стороны, это давление, да, это вмешательство, когда говорят, вот вы должны этот вопрос разрешить именно таким образом, да, а с другой стороны, есть же вопрос личной заинтересованности, то есть когда, значит, председатель, ну, предположим, я не говорю конкретно о лицах, когда председатель видит, что это дело, ну, на нем, грубо говоря, можно навариться, естественно, есть уже свой карманный судья, совместно с которым они состряпают такое решение, которое им нужно. Поэтому это и не просто вопрос обеспечения внутренней независимости, это еще и важная такая антикоррупционная мера, которую необходимо во всех судах внедрять. Вот это что касается независимости судей. И здесь еще важный аспект, который я хотела бы затронуть, это вопрос ответственности судей, потому что ответственность судей – это такой, знаете, обоюдоострый меч. Да? С одной стороны, мы должны добиваться того, чтобы судебная система очистилась. Это очень важный момент. Очищение, обновление, это вот, оно продолжает оставаться актуальным. В 2010 году на этом было акцентировано основное внимание. Мы говорили, все, мы должны очистить судебную систему. Да? И поэтому в переходных положениях Конституции было четко зафиксировано, что все судьи теперь по новой 100% будут проходить отбор по-новому. Да, они все прошли, на 50 с лишним процентов судейский состав был обновлен, но результата нет. Результата нет. Обновление не принесло того эффекта, того результата, который мы ожидали. Почему? Потому что отбор оказался некачественным. Отбор оказался некачественным. Вот, и в этом отношении надо работу усиливать, но я хочу остановиться именно на дисциплинарной комиссии, это в соответствии с изменениями, которые были внесены в 2016 году. Сейчас это уже такой существенно новый орган. Если раньше дисциплинарная комиссия была при совете судей, состояла исключительно из судей, сейчас дисциплинарная комиссия состоит на трети судей, на трети из представителей президента и на трети представителей оппозиции и парламентского большинства. То есть здесь мы сделали существенный шаг назад, потому что мы сделали этот орган еще более политизированным. И давайте посмотрим, как норма была реализована. Да? Дисциплинарная комиссия была в прошлом году сформирована вот в таком новом составе. И уже из этой дисциплинарной комиссии ушли 4 человека. Большинство из них это те креатуры, которые были назначены, были представлены в дисциплинарную комиссию президентом. И имен назвать не могу, но в личной беседе я интересовалась, спрашивала, почему так произошло. Они сказали, невозможно работать. Работать невозможно, потому что четко приходят указания. Этого оставить, этого убрать. Что будет дальше? Председатель дисциплинарной комиссии судья, которому гражданское общество неоднократно выражало свое недоверие. И мы не знаем, как вот сейчас эта дисциплинарная комиссия работает, потому что и прозрачности нет, сайта нету, нигде ничего не публикуется, что они там судьями делают, кого привлекают, кого оставляют. В принципе, узнать вот так вот оперативно невозможно, только обращаться, но вы знаете, что это всегда затягивается на определенный период времени, да, поэтому этот вопрос надо рассматривать, этот вопрос надо как-то решать, потому что в указе президента, о котором я упоминала до 2012 года, четко сказано, что дисциплинарная комиссия наполовину должна состоять из судей, наполовину из представителей гражданского общества. Там нет ни одного представителя гражданского общества. То есть парламент и президент могли бы действительно, хорошо мы дали им это полномочие, вопреки международным стандартам, вопреки международным принципам, да, мы политизировали, но чтобы как-то нивелировать вот эту политизированность, они могли бы представить именно представителей гражданского общества. Это обеспечивало бы гражданский контроль, это обеспечивало бы какую-то открытость этого органа. И мы бы знали, что
дисциплинарной комиссии происходит. Из того анализа, который я делала, ну это был анализ работы Совета судей в 2016 году, да, мною были выявлены просто, я бы сказала, ужасающие факты. Когда, значит, генеральный прокурор требует разрешения на привлечение к уголовной ответственности судьи, совершившему 6 фактов преступления, уже почти доказанных, да, а Совет судей отказывает. Или, предположим, там есть такие факты, когда судьи просто-напросто были освобождены от должности на основании безупречного поведения, а безупречность поведения, она складывалась из того, что судья вынес решение вопреки указанию. Например, судья Бутыбаев, он сейчас обжалует решение дисциплинарной комиссии, он судится, да, ну, там я не увидела никакого грубого нарушения закона, я не увидела никаких оснований небезупречности поведения судьи. Он вынес решение в избирательном споре в отношении партии Бютундина. И все, и это стало основанием для освобождения судьи от должности. И пока мы не будем эти факты вскрывать, пока мы не поставим работу дисциплинарной комиссии хотя бы под мониторинг, гражданский мониторинг, там-то вот такие вот моменты, они будут происходить. Я уже не говорю о том, что надо вообще полностью пересматривать, да, порядок формирования и состава, потому что это новая норма, и я так думаю, что никто политической воли в этом отношении не проявит. Вот. И другой вопрос – это вопрос отбора судей, совет по отбору судей. Я вот здесь вот у вас в ЦППИ об этом тоже рассказывала, что раньше совет по отбору судей состоял из 24 человек и как бы была представленность гражданского общества, да? То сегодня это всего лишь 9 человек, в котором тоже 3 от судей, 3 от парламентской оппозиции и 3 от парламентского большинства. Но при этом Конституция требует, чтобы вот эти 6 были представителями гражданского общества. Но там нет никого из представителей гражданского общества. То есть это очень важный орган. Вот все начинается, вся судебная реформа, все качество правосудия, оно начинается именно с этого органа. Как сейчас проходит отбор? Ну, предварительно кандидаты в судьи проходят обучение. Годичное обучение было, сейчас, как я знаю, 2-годичное обучение. Да? Обучение прошли, получают сертификат. Потом уже этот сертификат дает им право претендовать на должность судьи. И уже совет по отбору судей, он проверяет те или иные качества судьи. Но в основном это такие заранее такие шаблонные вопросы, на которые есть предположительно такие правильные ответы, на которые члены совета по отбору судей ориентируются. Да? И по большей части они направлены на выявление каких-то таких более профессиональных качеств. Но сейчас нам катастрофически не хватает судей с высокими нравственными качествами. В Конституции говорится, что судья должен быть безупречен. Следовательно, и тот, кто идет в суд судит, он тоже должен быть безупречен. Но никакого механизма проверки вот этих качеств судьи, да, соответствует ли претендент на то, чтобы быть судьей, отвечает ли он определенным нравственным качествам, такого механизма нет. Есть страны, где при отборе судей обязательно участвуют психологи. Претендентам задаются какие-то психологические вопросы, они проходят психологическое тестирование, и психолог уже на основании этого тестирования он выдает результат. Да? У нас ничего этого нет. Да, они там при медицинском обследовании тесты проходят, но результаты этих тестов на отбор не влияют. Психолог может сказать, что склонен к нарушению закона, да? Но эти результаты мы же не видим при отборе, чтобы они это зачитывали, это влияло как-то на результаты отбора. Поэтому непосредственно в самом процессе отбора и в совете по отбору судей, или они должны привлекать профессиональных психологов и проводить психологическое тестирование, или же должен быть какой-то другой инструментарий, который позволит выявить нравственную характеристику, нравственные качества судей. Нам не хватает, катастрофически не хватает честных, принципиальных судей, да? Нам не хватает судей с таким обостренным чувством справедливости, то, что, мне кажется, очень важно для судей, потому что знание законов – это одно, но судья же еще и руководствуется убеждением. В законе четко сказано, судья выносит решение на основании закона и внутреннего убеждения. А вот главным показателем внутреннего убеждения является совесть. На такого судью еще могли бы и остальные уже начинать ориентироваться. Да, да. Он мог бы
примером. Да, поэтому вот это внутреннее убеждение, оно имеет очень большое значение. И когда мы говорим независимость судей, ну как мы можем эту независимость обеспечить, если сами носители этой независимости не хотят быть независимыми? Правильно? Если для них гораздо удобнее и гораздо выгоднее быть зависимыми, это сулит им определенные там привилегии, это сулит им там определенные блага. Поэтому это очень важный вопрос при отборе судей. Это вот основные моменты, которые, на мой взгляд, необходимо изучать, исследовать и принимать решения. То есть совет по отбору судей на сегодняшний день, он не отвечает нашим ожиданиям. Прежде чем доверять правосудию, мы должны доверять лицам, которые их отбирают. На мой взгляд, в совете по отбору судей должны сидеть исключительно авторитетные люди. Исключительно авторитетные люди. У нас есть такие люди, которые много лет в судебной системе проработали, у которых как бы, там, есть уже какие-то сформировавшиеся там, принципы, да, у которых есть и профессиональный взгляд на отбор судей. Но сидят в совете по отбору судей сегодня сидят люди, которые обществу абсолютно не знакомы. И это опять же вот эта политизированность отбора членов Совета по отбору судей, потому что из-за вот этого нового состава до сих пор там есть люди, которые имеют заслуги перед партиями, перед фракциями, перед лидерами. И пока на этот процесс будут влиять фракции и политические лидеры, мы никогда не добьемся деполитизации отбора судей. Никогда. Этот процесс до сих пор носит политизированный характер. Кандидаты в судьи для того, чтобы иметь какие-то гарантии того, что они пройдут, они бегают к руководителям фракций. Это ни для кого не секрет. Когда руководитель фракции говорит своему ставленнику в Совете по отбору судей: пропусти, да, ну, тогда уже у него есть как бы гарантии. Ну, и есть такая как бы негласная информация, что вот эти квоты, они как бы поделены, да, что Совет по отбору судей, он как бы оглядывается, у них есть квоты, это квоты президента, это квоты там депутатов, да, это квоты самих судей, поэтому есть, такие слухи есть, не могу сказать, насколько они точные или неточные, да. Второй момент, который мы затрагиваем в исследовании, это проблема коррупции. Это проблема коррупции в судебной системе, и здесь надо сказать, что никаких конкретных мер вот в этом направлении я не вижу. То есть основная фишка предвыборной программы действующего президента — это была антикоррупция, и сейчас мы видим, да, что предпринимаются меры, какие-то предпринимаются действия в этом направлении. Об этом было заявлено прям в первые же дни, о том, что будет нанесен мощный удар по коррупции, было заявлено президентом в первые же дни. Но в отношении судей здесь нужны, в отношении судебной системы, в отношении коррупции в судебной системе, здесь вот я в исследовании ссылаюсь на исследование, которое проводилось ОБСЕ, да, в координации с аппаратом президента. Исследование проводилось в 2014 году, и оно называется «Общество и коррупция в Кыргызской республике». Это такое было профессиональное социологическое исследование, и суды лидируют по неудовлетворенности населения судебной системой, да и находятся, я бы сказала, они находятся в числе лидеров в номинации «Риск коррупции». Там проводился по критерию «Риск коррупции». И там, конечно, суды лидируют. Социологический опрос дает одно, а в реальности мы получаем совершенно другое. Потому что хорошо, если суды лидируют в коррупционных проявлениях, почему так мало судей привлекается к ответственности за коррупционное поведение? Вот сам президент, выступая на Совете Безопасности 8 февраля, отметил, да, что за последние 10 лет было возбуждено 97 уголовных дел в отношении судей, половина из них освобождены следствием от уголовной ответственности, 46 направлены в судебные органы, а 23 из них от уголовной ответственности освобождены. То есть получается, президенту дали такие сведения, да, что лишь только по 8% уголовных дел в отношении судей привлекаются к ответственности. Где проблема? Где проблема? То есть, значит, им, говоря простым языком, судьям удается развести. И, конечно, это им проще, они люди из этой системы. Да, да,
да, они из этой системы. Другая проблема, и то, о чем я вам вот только что сказала, да, это то, что Совет судей, а сейчас это дисциплинарная комиссия, не всегда дает разрешение на привлечение судьи к уголовной ответственности. Генеральный прокурор в недавнем отчетном докладе за 2017 год так и отметил, что большое количество прекращенных и приостановленных уголовных дел в отношении судей, оно связано с тем, что Совет судей просто не дает разрешения привлекать таких судей к ответственности. Поэтому и здесь есть существенная проблема. Это просто преступное покровительство. Преступное покровительство, да, преступное такое, знаете, я сказала, корпоративное, как сказать, прикрытие, да, преступных поведений самих судей. Поэтому здесь необходимо, я думаю, если Совет Безопасности этими вопросами занимается, им необходимо провести очень тщательный анализ всех уголовных дел, которые когда-либо были прекращены или которые сейчас приостановлены, и добиваться вопроса привлечения таких судей к уголовной ответственности. В качестве другой важной антикоррупционной меры мне видится проверка деклараций судей. И об этом президент неоднократно говорил, и, насколько я знаю, сейчас проводится работа. Был принят закон в 2017 году, новый закон, который касается регулирования, декларирования судей. Но сейчас декларации судей проверяет Государственная налоговая служба. Есть специальный отдел по декларированию, и 4 человека. Декларации сдают более 20 тысяч госслужащих, муниципальных государственных служащих, в том числе судей. Когда 4 человека проверят декларации. То есть здесь должен быть специализированный механизм. Мы не можем позволить структуре в системе исполнительной власти проверять декларации судей. Каждый выявленный факт несоответствия декларации, да, декларируемых сведений фактическим сведениям, он будет, знаете, опять это будет такой крючок, на который судью подвесят и скажут: вот будешь выполнять то, что мы тебе скажем, иначе мы дадим ход. Иначе будет возбуждено дело по незаконному обогащению. Поэтому я рассматриваю такую проверку как еще один инструмент, еще один риск возможного давления на судью. Здесь это прямая угроза независимости судей. Следовательно, должен быть специализированный механизм, какой-то особый орган, который будет проверять именно декларации судей. Это могла бы быть, например, комиссия при президенте Кыргызской республики, и там могли бы быть представители самих судей, представители гражданского общества, и, в принципе, которые довольно за короткий срок эта комиссия могла бы проверить там, их чуть более 400 деклараций, и при содействии государственных органов эта работа могла бы быть реализована там, в течение 2-3 месяцев. Поэтому нужно в этом отношении, думаю, аппарату президента, президенту, Совету Безопасности рассмотреть такие варианты. Как мы можем обеспечить специализированный механизм проверки деклараций судей. Я приведу очень простой пример, я не буду называть имена, хотя эти сведения являются открытыми, да? Они опубликованы на сайте Государственной кадровой службы. И, например, приведу пример, я проанализировала несколько деклараций, приведу пример декларации судьи Верховного суда, где он смело декларирует $80 тысяч годового дохода по сделкам, 53 тысячи годового дохода по другим сделкам. Он декларирует несколько квартир, он декларирует особняк, он декларирует дорогостоящие машины. Он декларирует, он не боится, потому что он знает, что никто проверять не будет. Он декларирует, надо эти сведения проверять. Он при этом, у него зарплата, предположим, там где-то 1 миллион сомов, да? Годовая зарплата, он показывает годовую зарплату, но при этом мы же видим активы, которые на эту зарплату купить просто да невозможно, да если ты всю жизнь будешь эти деньги копить. При этом этот судья работает в судебной системе всю жизнь, он не пришел там из предпринимательской сферы. Почему не проверяют? Почему? Даже открыто декларируемые сведения не проверяются. Если начнут проверять, там вылезет очень много фактов, когда просто он скрывает свои активы и активы своих близких родственников. Я думаю, что в большинстве деклараций эти активы просто не отражены. Сегодня есть все возможности для такой проверки, для такого сопоставления. И это была бы такая, вот как Атамбаев любил говорить, да, такая мина для судей. И если бы декларационную кампанию мы провели бы на
качественном уровне, именно в части проверки деклараций, да, я думаю, мы смогли бы сегодня судебную систему в очень короткие сроки очистить от коррупционных судей. Пример Украины я вам приведу. Вот 3 года они уже такую кампанию проводят, уже есть результат. 3200 судей, это больше трети судей, большая часть из которых ушли сами добровольно, чтобы не подвергаться такой проверке. Мы ничего не делаем, в этом отношении мы ничего не делаем. Что еще, значит, это что касается антикоррупционной меры. Я останавливаюсь на основных моментах своего исследования, да, потому что время у нас тоже, я так поняла, ограничено. Следующее, это этот момент связан с тем, что у меня вызывает очень большое беспокойство, это то, что судьи, которые были назначены после 2011 года, сейчас заканчивается их срок, и сейчас они будут переназначаться, и причем уже пожизненно. То есть, если сейчас мы не предпримем какие-то меры, чтобы очиститься и обновиться, то дальше уже будет поздно. Будет уже поздно. Вот. И здесь очень важно было бы такие меры проводить внутри самой судебной системы, то есть перед тем, как будет какое-то переназначение, нужно сделать профессиональную оценку всех судей. Такая оценка сегодня не проводится. Сегодня основным показателем такой оценки является количество отмененных дел. Но количество отмененных дел, по большому счету, оно ни о чем не говорит. То есть здесь должны быть и другие параметры. И вот в своем исследовании мы и предлагаем, да, что вот по таким-то параметрам можно было бы внедрить систему профессиональной оценки деятельности судьи. И результаты этой профессиональной оценки напрямую должны зависеть на то, будет ли судья отобран и будет ли он переназначен на следующий срок. Да? Причем, я еще раз подчеркиваю, на пожизненный срок. Вот в этом отношении тоже даются конкретные рекомендации в нашем исследовании. Вот основные моменты, которые бы хотелось бы отметить. Спасибо большое, Клара, за очень интересный рассказ. И даже будучи журналистом, вот всегда ловлю себя на мысли, что не устаешь поражаться некоторым фактам, да, из практики вообще наших судов. И я думаю, что вот зрителям, наверное, тоже хватило, да, вот в течение этого разговора достаточно много чего интересного, нового, то, что заставляет задуматься. И поэтому я перед тем, как попрощаться с нашей уважаемой гостьей и с вами, дорогие зрители, хотел только добавить, что на сайте Центра политико-правовых исследований center.kg исследование Клары Сооронкуловой уже доступно. Вы можете его читать, сохранять, анализировать, делиться своими мнениями. Вы можете это делать как в адрес ЦППИ на его официальных страничках в социальных сетях, это Facebook и Twitter. Так, я думаю, и Клара Сооронкулова тоже не откажется от какого-то диалога, обсуждения, да, особенно если оно будет носить действительно конструктивный такой, да, характер и поможет для будущих новых исследований, потому что в этой части мы очень мало делаем. А что еще важнее, к сожалению, еще меньше имплементируется из того, что делают правоведы, исследователи, эксперты, как наши местные, так и зарубежные, в реальность, в повседневную работу судов. Но надо всегда быть оптимистом, поэтому будем верить, что нам все-таки удастся эту реформу провести. Поэтому вот с этой надеждой тогда давайте попрощаемся, да, и до новых встреч.